Первенство Якутии по боксу в городе Покровске, открытие нового маслоцеха в селе Кердем, презентация мемориального ансамбля в местности Куллаты, семейный фестиваль «Родные любимые» и стажировка участника кадровой программы «Якутия. Земля героев» Иннокентия Лазарева в администрации района. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. Во Дворце спорта города Покровска состоялось первенство республики по боксу на призы мастера спорта СССР международного класса Анатолия Филиппова. Соревнования прошли в напряженной борьбе. Юные боксеры 2010-2011 годов рождения, прибывшие из разных уголков республики, продемонстрировали острые и зрелищные поединки в своих весовых категориях. Представители сильнейших школ бокса Якутска, Нерюнгри, Мирного, Нюрбы, Горного и других районов показали высокие результаты. Среди участников были отмечены победители республиканских и дальневосточных состязаний. На данном первенстве у нас принимают участие 186 боксеров из 16 улусов и 25 команд представлены. В принципе, в каждой команде есть хорошие ребята. Поэтому на данном первенстве у нас будет отобрана 8 сильнейших, которые в дальнейшем будут участвовать на турнире сильнейших в январе 2026 года, где уже будет сформирован состав сборной республики для участия в Дальневосточном федеральном округе. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в селе Кердем торжественно открыли новый маслоцех. Цех под названием Кюндюас начал свою работу 10 октября. Он будет принимать молоко, которое сдают фермерские хозяйства из 1-го Жемконского, 2-го Жемконского и Качкатского наслегов. Планы по закупке молока на 2025 год амбициозны – 880 тонн. В настоящее время на предприятии заняты 7 человек, а за одну смену цех способен переработать 3,5 тонны сырья. В рамках торжественной части лучшим работникам были вручены различные награды. Культурную программу дополнили выступления артиста эстрады Константина Степанова и активистов общества Тюмень из Мегино-Кангаласского улуса. Такие объекты, объекты малой мощности обязательно нужны, чтобы экономическое развитие каждого села было, можно было жить в деревне, да, и заниматься любимым делом, готовить продукцию, экологическую чистую продукцию. В местности Куллаты состоялось значимое событие. Был презентован мемориальный ансамбль, посвященный 4 выдающимся хангаласцам – Тыгыну Дархану, Мазары Базекову, Сафрону Сыранову и Илье Шадрину. Это событие приурочили к 33-й годовщине возвращения улусу его исконного наименования. Идея создания этой скульптурной композиции вынашивалась давно, но реальное воплощение проект получил именно в этом году благодаря активной поддержке администрации района. Была проведена масштабная подготовительная работа от выбора оптимального места до детального согласования с историками и общественностью. Не менее ответственной задачей стал выбор скульптора. Им стал Алексей Андреев, преподаватель Покровской детской художественной школы, член Международной федерации художников. Не случайным стал и выбор местности Куллаты, известной как место стоянки якутских предводителей. Именно здесь установлен памятный камень, который считается данью уважения роду великого Тыгына. Здесь, видите, эта местность связана с Тыгыном и с его отцом. Это Муньян Дарханом, это точно. По легендам, по тем материалам, которые имеются. И надо сказать, что это место, оно, расположено так, что это действительно, оно говорит за то, что здесь действительно не только жили здесь наши великие предки, но и, конечно, здесь проводились, вероятно, очень важные события. По меньшей мере, здесь, наверное, проводились цехи, наверное, да? Здесь какие-то обряды совершались, вероятно, да? Поэтому я думаю, что это место такое очень многозначное, очень такое знаковое место. Эскиз памятников задуман таким образом, что при спуске на священную долину Эркени со стороны востока гостей, прибывающих на древнюю хангаласскую землю, встречает легендарный Тыгын Дархан на своем боевом коне. Перед ним на одном подиуме стоят фигуры его потомков – Мазары Базекова, Сафрона Сыранова и Ильи Шадрина. Скульптуры очень красивые, впечатляющие. Вообще очень хорошо, что они их поставили. Давно надо было Тыгына поставить. Да.
да, на родине. Я думаю, что людям, которые приезжают к памятнику, должны относиться почтительно, уважительно, с поклоном. Памятники выполнены из арт-бетона на железном каркасе и покрашены специальной краской. Высота памятников Тыгына с постаментов составляет 4 метра 30 сантиметров. То, что скульптуры сделаны из армированного бетона, это может быть правильное решение, да? Но я считаю, что в будущем надо будет рассмотреть возможность замены их на более долговечный материал. Также в этот день состоялось торжественное собрание общественности в городе Покровске, а в сети кинотеатров «Экстра Синема» был организован повторный показ фильма «Тыгын-Дархан». Семейный фестиваль «Родные и любимые» объединил семьи Хангаласского улуса. В городе Покровске в течение 2 дней для пап, мам, бабушек, дедушек и, конечно же, детей были организованы разнообразные активности – спортивные состязания, творческие мастер-классы и психологические тренинги. «Родные и любимые» – это не просто фестиваль, это целое сообщество всероссийского масштаба, которое курирует движение первых. Подобные фестивали уже проводятся повсеместно по всей стране. Он проходит на самом деле в каждом районе нашей республики. Я скажу вам больше, он проходит в каждом уголке нашей республики. Но Хангаласский улус первым, так скажем, открыл этот марафон. На организацию фестиваля было выделено более $500 000 рублей по линии грантового конкурса «Движение первых». Стоит отметить, что в прошлом году данный фестиваль уже проходил в районе в тестовом режиме и собрал тогда около 40 семей. Мы решили масштабировать в этом году на весь район, чтобы каждая семья могла принять участие по своему желанию. Поэтому фестиваль проводится 2 дня. Максимум привлечены у нас партнеры, приглашены из Якутска мастер-классы для того, чтобы семьи могли принять участие именно коллективно. Папа-ребенок, родитель, мама-ребенок. В течение 2 дней на различных площадках города Покровска состоялись запланированные активности. Например, в здании районного центра ДОП образования детей прошли психологические тренинги, отдельно для взрослых и отдельно для детей. Здесь же состоялся и совместный мастер-класс по йоге. Наша цель – это чтобы дети с родителями, ну и вообще семья более сплотилась, были у них какие-то новые хобби, активности, чтобы они могли выбрать семейное хобби или какое-то направление. Для отцов также были предусмотрены мероприятия. Например, на базе школ Покровска прошли спортивные соревнования «Мама, папа, я», «Спортивная семья» и «Игры предков». Также для подростков и их родителей прошли профориентационные игры. А изюминкой мероприятия стала фотобудка, где все участники могли бесплатно сфотографироваться на память и сразу получить готовые снимки. Всего за 2 дня фестиваль «Родные и любимые» посетили более 200 семей района. Курсант кадровой программы «Якутия. Земля героев» Иннокентий Лазарев завершил свою 6-недельную стажировку в Хангаласском улусе. За это время он подробно изучил агропромышленный сектор района, а также встретился с участниками спецоперации и членами их семей. Кадровая программа «Якутия. Земля героев» предусматривает профессиональную переподготовку участников и ветеранов СВО и является региональным продолжением федерального кадрового проекта «Время героев», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Нынче это уже 2-й поток курсантов, всего 25 человек со всей республики. Кадровая программа включает несколько модулей. Первый модуль уже завершен, и сейчас идет 2-й, посвященный теме «Региональное и муниципальное управление». В рамках этого модуля курсанты прошли 2-недельное обучение, затем были направлены на 6-недельную стажировку муниципалитета республики. В Хангаласский улус по распределению попал Иннокентий Лазарев. У каждого курсанта есть собственный проект. Проект Иннокентия Лазарева касается сельского хозяйства, а именно, как обеспечить эту сферу кадрами, в том числе из числа участников СВО. По его мнению, нужно делать ставку не только на молодежь, но и на людей старше 35 лет. Их следует сначала обучить рабочим профессиям по линии Минсельхоза, а затем помочь с трудоустройством. Программа, она подразумевает в себе именно обучение этих людей таким профессиям, как тракторист, да, банально, электрик, сварщик. И
обучаются и будут прикреплены за силообразующими предприятиями. Это СХПК, там. И, конечно, во время стажировки в Хангаласском улусе курсант Лазарев не мог обойти стороной местное сельское хозяйство. Познакомили с нашим ДСХ, департаментом сельского хозяйства. Он посетил Лаханан, наших больших товаропроизводителей. Это ИП Павлов Михаил и ИП Павлов Александр Васильевич Берте. Вот. Поэтому он побывал у них. Также он еще побывал и в Техтюре. Не обошлось и без встреч, где Иннокентий Лазарев давал консультации членам семей военнослужащих. В целом Иннокентий объясняет свое участие в кадровой программе как дань уважения своим погибшим сослуживцам. Чтобы эти парни, да, эти жизни не, скажем так, не зря это все случилось. И, может быть, что-то поменяем. Будучи на войне, человек понимает вот ценность жизни. Если в наших силах что-то поменять в лучшую сторону, естественно, мы это будем делать, потому что мы прошли через это. Впереди у курсантов еще 2 модуля. Вся образовательная часть кадровой программы продлится до 8 мая 2026 года.